Доброе утро желаем всем тем, кто только к нам присоединился. В студии по-прежнему Сиавуш. Это по-прежнему телеканал БСТ. И что самое приятное, программа «Салям» продолжает свое вещание. 8:47 в столице, друзья, и поговорим опять же о самом актуальном. Тема интернет и продажи, и покупки в сфере, не в сфере, а на рынке интернета. И поговорим об этом с нашим гостем в студии Ринат Закиров. Ринат, доброе утро. Доброе утро. Председатель недавно созданного комитета e-commerce в составе БРО «Опора России». Ринат, но для многих, наверное, из нас вообще нет понимания, что такое e-commerce. Иностранное какое-то слово с утра в четверг. Что такое e-commerce? Давайте сразу дадим определение и понимание. Да, тогда, чтобы всем было понятно, конечно же, объясню. E-commerce дословно переводится как онлайн-торговля. Мы чаще всего сталкиваемся с онлайн-торговлей в маркетплейсах. То есть это маркетплейсы какие российские, всем известные, там Валберес, Озон, Казан-Экспресс, Яндекс.Маркет, так и зарубежные. Это Алиэкспресс, Амазон. Кстати, Амазон это самый старый маркетплейс. Они в 1995 году начали как онлайн-магазин, который торговал книгами. На сегодняшний день владелец Амазона Джефф Безос самый богатый человек в мире. Вот так, начинал с книг, а стал самым богатым человеком в мире. Ну, видимо, много читали. Кстати, наш российский Озон тоже в 1998 году тоже начинал как онлайн-магазин по продаже книг. Взял хороший пример с иностранного, так скажем, с товарища. Да, почему бы нет? Слушайте, ну, маркетплейс, я так понимаю, что это какой-то некий рынок на просторах интернета. Ну да, это платформа, площадка, которая, с одной стороны, объединяет тысячи продавцов, с другой стороны, миллионы покупателей. Как бы, я думаю, многие как минимум хотя бы один раз заказывали что-то на Алиэкспресс. Это тоже маркетплейс? Это маркетплейс китайский в составе Alibaba Group. Вот. У нас это больше Валберес, Озон. Почему такая тема популярная? Вот почему именно сейчас это становится еще более актуальным? Да, ну, во-первых, это как бы глобальное развитие интернета. Вот. И в связи с последними событиями тоже пандемия натолкнула на развитие этого рынка. Все больше людей начало покупать онлайн, потому что кто-то не может пойти в магазин, кто-то уже просто не хочет ходить по полкам с этой корзины, что-то выбирать, набирать. Вот. Проще зайти 24/7 онлайн свой гаджет, даже там в час ночи, в 3 часа ночи, накидать в корзину покупок, одной кнопкой все купить и просто в определенный день, когда уже приедет, либо пойти забрать с пункта выдачи, либо вообще курьер привезет домой. Да. Ага. Все. Но я думаю, что тему e-commerce мы сейчас достаточно разжевали людям и дали понять, что это такое. В принципе, в целом. Это интернет-продажи, интернет на платформах интернета. Итак, давайте поговорим теперь про комитет, который был создан и учредили вот буквально не так давно, я так понимаю. Да, вот буквально 2-3 недели назад. Ага. Каковы, то есть его задачи, цели, для кого это комитет, кому это будет интересен? Начну, так сказать, с истоков. Ко мне в голову пришла идея. Ну, вообще я в «Опоре России» состою уже не первый год. Мне в голову пришла идея, почему бы не учредить этот комитет, потому что очень много людей ко мне обращаются с вопросами, как начать, как регистрироваться, как вести магазины, где закупать товары. Ну, и вот такие, в общем, вопросы. Думаю, ладно, пошел к исполнительному директору БРО «Опора России», у нас в Башкирии это Тимур Уралович, вот, обратился к нему с этим моментом, он говорит, давайте, пожалуйста, создаем. Все, прописали цели, задачи, выбрали для себя основную задачу, это вывод разных слоев населения на рынок e-commerce. То есть это подойдет всем. Во-первых, это тем, кто работает, те же, кто 5 на 2, те же вахтовики, вот, кому надоело уже там летать, ездить по вахте. Пожалуйста, есть стартовый капитал, потихоньку начинайте, развивайтесь. Есть действующие предприниматели, у которых офлайн торговля, то есть действующие магазины, да, но их нет в онлайне. Пожалуйста, тоже вас выведем на онлайн-рынок. Тем более вот сейчас некоторые жалуются, то, что 12 числа, в силу ограничений, некоторые люди не могут попасть в торговые центры, то есть у коммерсантов уменьшилось количество покупателей. Так, пожалуйста, будьте гибкими, выходите в онлайн вместе со своими покупателями, потому что ваши покупатели, если не смогли попасть в торговый центр, они уйдут в онлайн-покупки. Идите вместе с ними туда. Вот. Это для тех, кто торгует. Есть ремесленники, очень хорошие у нас в республике.
Кому-то уже здесь тесно становится, кто-то хочет свой продукт Вывести вывести на мировой. на международные рынки. Тот же Amazon, Etsy, пожалуйста, компании DHL отправляете, через 5 дней ваш товар уже в США продается, причем за доллары. О, мед за доллар. Это звучит очень сладко и многообещающе. Да. Слушай, хорошо, куда обращаться к вам? Вот если сейчас кто-то из наших телезрителей задумался о том, что а я тоже хочу стать интернет-предпринимателем, да, скажем так, интернет-коммерсантом, куда нужно идти, кому звонить, кому обращаться, чтобы понять какие-то уже базовые какие-то совершить шаги, да, в сторону своего обогащения? Если говорить нужно, то можете найти меня в Инстаграме, ник Ренат Уфимец. Логично. Ренат Уфимец, а чем в интернете? Либо подписаться, написать директ, пожалуйста, всем отвечу, помогу. Либо обратиться непосредственно в Опору России, там уже дадут контакты, направят, куда обращаться, и тоже поможем. Смотрите, основные цели, понятно, да, скажем так, предприняты уже какие-то шаги для того, чтобы людей, скажем так, заинтересовать, да, и предоставить им вот информацию, да, скажем так, и поделиться с ними первыми какими-то шагами, как, что делать. Да, мы не, конечно, словом, мы еще и делом. То есть мы начинаем череду деловых обедов, которые будут идти в интервале раз в 2 недели, кстати, ближайший в эту субботу. Вот, потом 21 октября мы едем в город Салават. Спикерами буду я, там еще пару ребят профессионально в своем деле. То есть будем еще развивать регионы в этом направлении. Очень много желающих, очень актуальный вопрос. Уже запись какая-то идет? Да, то есть если нас смотрят зрители Салавата... А они нас смотрят? Да. Я более в этом чем уверен. Не помню, конечно, как называется заведение, если не ошибаюсь, кафе «Тренд» вроде. Вот, там 21 числа у нас состоится бизнес-обед. Все, 21 числа можно будет поприсутствовать на этом. По записи, по предварительной записи. Предварительной записи. Опять же, это либо Опора России, либо Ренат Уфимец, я так понимаю. Да, ну потому что количество людей ограниченное, поэтому всех не сможем нести, поэтому только по записи. Ренат Фаридович, следующий вопрос. Смотрите, я вот услышал, вот перед тем, как вы говорили, что комитет решили создать вы, да, вы стали основоположником, так скажем. Люди обращаются, почему к вам обращаются? То есть я так понимаю, что есть какой-то уже опыт в интернет-продажах, есть какой-то вот опыт, с которым можно поделиться, скажем так? Да, экспириенс хороший. Желание. Ага. Да, как бы не первый день я в теме маркетплейсов. Сам начал с того, что в Уфе открывал пункты выдачи заказов для маркетплейса «Казан-Экспресс». О нем тогда еще толком никто не знал. Это сейчас, конечно, популярный стал. Да, популярный стал. Начал с пункта выдачи, потом начал там торговать как продавец, потом вышел на Озон и совсем недавно тоже открыл центр подготовки товаров. То есть мы предоставляем услуги для продавцов по упаковке, по графическому дизайну, по копирайтингу, в общем, все-все-все, чтобы снять их рутинную работу. То есть, ну, я так понимаю, что вот последний функционал очень помогает тем, кто только-только начинает вот в эту сферу входить, правильно? Это же не самому вот это вот все дело, да, безобразие, а вот именно дать это профессионалу. Это всем, и тем, кто начинает, и тем, кто уже давно. Есть люди, у которых большие обороты, чем держать свой склад упаковщиков, они лучше отдадут товар нам, мы там за день, за два это все упакуем, отштрих-кодируем и все отгрузим на склады маркетплейсов. Все, осталась буквально минута. В чем плюсы интернет-продаж, вот именно вот интернет-рынок от офлайн? Ну, лично для меня это очевидные вещи. Это, во-первых, можно купить товар 24/7. Вот, повторюсь еще раз, да. Все равно у нас магазин работает до 9, а здесь как в онлайне. Второе – это цены. Все-таки цены в онлайне стали уже дешевле, чем в офлайне. В силу того, что? Ну, в силу того, что продавцы не платят аренду. Они единственно отдают комиссию маркетплейса за то, что их товар хранится на складе. Да. Ну, разные маркетплейсы, разный процент. Сейчас не буду озвучивать, да. Но это в любом случае выгодно, чем платить аренду, чем платить за свет и за. Я думаю, что это два самых ключевых момента, почему заказ в интернете. Во-первых, это цена сниженная, ну и, конечно, 24/7 покупку можно оформить. Друзья, у нас в гостях был председатель комитета e-commerce в составе Бюро опоры России Ренат Закиров. Спасибо большое. Ну и что, хочется пожелать хорошего дня, отличного настроения. Развивайтесь. Богатейте, вот чего я вам желаю, самое главное. Но, что поверх этого всего должно быть, чтобы вы оставались здоровыми, вы и ваши близкие и родные. Пока-пока, до новых встреч.